Кино, в общем, за та на стрім оргти, стрім харкти, лайки-то викты. Ну, нодр. Душно капец. Халун бэна. Не халун, а как это? Душно, короче. Начинается у нас погода такая. Душняк, короче, вообще. Такого в Бурятии нету. Там у нас такой жар, прям конкретный. Но такого душника нету зато. А здесь, короче, парилка такая. Ладно, сегодня прошел, ну, на мой взгляд, довольно, хотя, конечно, и затяжной. Как-то Зуртан медленно говорить, ну, то есть не то, что медленно, а кратко не умеет, видимо. И такие очень длинные, получается, стримы, целых 2 часа. Так вопросов, по идее, мне не так много было. Но я считаю, все равно интересный был стрим. Самое главное, первого я нашел человека, который, как бы сказать, готов подписать бумагу, да, насчет этого люстрации там и так далее, национализации ресурсов. Но в данный момент, надеюсь, там нормально звук, потому что я же бегу, наверное, шумит все. Вот тут светофор просто. В общем, Зуртан, видимо, не видел мои посты. Не знаю, короче, но главное, я его спросил, он согласился. Но он почему-то думает, что это будет офлайн мероприятие. Бурятия победит Рашку, слава Бурятии. Ну, сейчас давайте будем честны, Украина воюет. Наша задача, главное, каким-то образом получить независимость. Но пока наше большинство людей как-то далеки от этого. Нет Рашки, нет войны, слава Бурятии. Ну да, согласен. Далеки от этих мыслей, когда они к этому будут приходить, даже не знаю. Пока какой-то у них анабиоз. Не знаю. Ну, действительно, я в этом плане действительно согласен тоже с Суртаном в том, что воспитание, видите, перевоспитать людей это долго. Ну, давайте будем честны, я же сам тоже раньше не думал об этом, вообще не рассматривал. Ну, мне казалось, что это как-то невероятно. Но сейчас я вот понимаю, что другого пути просто нет вообще. Что касается, понимаете, вот у меня какое мнение, да, что такие процессы, как, ну, как мне кажется, люди же должны понимать элементарные вещи, да, что есть взаимозависимость. То есть начало войны и, соответственно, проблемы в экономическом плане и так далее, да. Ну, я уже не говорю о потерях, которые несет бурятский народ. И смотрите, ну, сколько можно уже вот это все терпеть, да? Я имею в виду ухудшение экономического положения, грузы 200, затем ограничение интернета, бизнес уничтожают. И самое-то главное, ладно, вот это все на самом деле экономика, все это, по сути, давайте будем честны, я, по крайней мере, не должно это быть самым главным, то, что там тяжело живешь или еще что-то. Хотя, конечно, каждый, наверное, хочет получше жить, но, по сути, это не самое главное, на самом деле.
Главное то, что твоя идентичность, по сути. И вот это вот, надо признать, к сожалению, у русского мира это получилось, уничтожать идентичность. Многие, я не знаю, что с ними, они как-то себя не ассоциируют. У них нет стремления к своей собственной идентичности. Это печально, это ужасно. Но это, надо признать, что это тоже факт. То есть они как-то вообще об этом не задумываются. Когда они начнут задумываться, не знаю, видимо, еще долго много времени должно пройти. Но, видите, мне кажется, что что-то же должно их наконец-то пробудить. Сейчас они записывают эти ролики, да, в интернет. Наверное, сами видели. Там ситуация с бензином действительно печальная, плохая. Очереди большие, бензина нет. Но люди должны понимать, что это элементарные вещи. То есть из-за того, что Рашка начала эту агрессивную, вторглась в Украину, и, соответственно, Украина в ответ начала ударять по нефтяной инфраструктуре. И, соответственно, из-за этого уже кризис. Почему они все не могут сопоставить вот эти вот простые вещи? Им кажется, как будто бы это какой-то сговор, какая-то вот там, какая-то хрень, какая-то, я не знаю, промышленники там, что-то, как будто кто-то хочет заработать. Но, ребята, это же полный бред. Это же очевидно, что это из-за того, что просто физически их уничтожают. И тем более по МНПЗ ударили же московский. Соответственно, сейчас как можно больше со всей страны, я думаю, тянут бензин именно в Москву. Потому что, если они совсем встанет, там пипец же будет. Такие вот дела. До наших как-то очень туго доходит все. До наших бурят, я имею в виду. Не знаю. Как-то они вопросами даже не задаются об этом. За полной независимость Республики Бурятия. Да, согласен. Как-то они не задаются всеми этими вопросами, не думают ни о чем. Что сделаешь? Придет время, наверное, начнут. Хотя бы начали записывать, так скажем, массово ролики. Это уже хорошее дело, я так считаю. Жарко, капец. Душно. Затем, о чем я еще хотел поговорить. Я видел, в какой-то теневой бан попал или что. Почему-то народу мало в эфире. В этот момент уже онлайн больше смотрят. Не знаю, что случилось. Про бурятское кино хотел поговорить. Просто я вообще, знаете, последнее время начал анализировать такие вещи. После того, как я узнал, что в 90-х годах вот эта вот вся инфраструктура, имеется в виду НТВ, Дождь там, да, и так далее, все же они тогда создавались. И не секрет, что Дождь существует на деньги Газпрома, да. Соответственно, вся наша СМИ, медиа, вся инфраструктура, да, в Бурятии, она же тоже под жесточайшим. Я так как сам работник и государственного, да, учреждения, и телевидения тоже, да, работал же на, Мир, телеканал Мир, Байкал, по-моему. Что у меня с памятью вообще? Ни хрена не помню. Да, Мир, есть же такой канал, еще Мир Бурятия был. Мир Бурятия, вот. Потом Селенга, это чисто датсанский канал. Еще на СТС чуть-чуть. Там какие-то ролики беспонтовые делали. Что-то типа такого. В общем, так.
Не на самом коне, ну как, на самом вроде СТС, но СТС Байкал. Беспонтово какие-то ролики делали рекламные. Что-то я там совсем чуть-чуть, по-моему, побыл. Так. В общем, что я хочу сказать. Вся эта медиаинфраструктура, она под жестким колпаком, под контролем. Постоянно им там какие-то предписания выписывают или еще что-то. Ну, то есть это все контролируется, конечно. Я так начал думать про... Ну, когда вся эта история с Уладаевым-то произошла, с этим товарищем, и что этот человек ездил в Крым в 2014 году, что, ну, как бы важно, да, в его биографии рассматривать с пробегом. То есть это кто-то целенаправленно поставил задачу, чтобы он туда поехал. И потом он вдруг внезапно занялся кинематографом. Ну и вообще вот некая, как бы сказать, волна пошла, да, на кино. Конечно, кино как массовый продукт, он также должен быть под контролем. И, соответственно, я точно знаю, что у Ладаева, ну, были государственные деньги. Как минимум там 750 тысяч выдавали. Я еще тогда удивлялся, думаю, как он вообще... Ну, я тоже хотел бы получить, но у меня на тот момент, по-моему, ни ООО, ни ИП, ничего не было такого. Но я тогда еще не понимал, что эти люди как бы аффилированы государством. Ну, не говоря уже Лыкдына. Лыкдынов тоже получал. 10 только он из как бы бюджета Бурятии получал. Ну, от Минкультуры был такой грант. Сейчас я не знаю, есть, нет. Просто я, когда в РЦНТ работал, мы там как бы это выдавали эти деньги. Ну как, я, конечно, там ничего не выдавал. Имеется в виду, Минкульт, по-моему, через РЦНТ прогонял, что ли, эти деньги. Там какая-то своя схема, короче, у них есть, как они деньги перегоняют. Там, помните, еще скандал с елкой был? Елка что-то не окупилась или что ли? Или не поставили елку. Какой-то год это был, 18-й или 19-й. Елка на площади Советов. Там тоже почему-то с РЦНТ деньги сняли. 2 или 3 ляма на эту елку. И потом там что-то с зарплатой было, что ли, туго. Что-то такое было в РЦНТ. Скорее всего, это 19-й год был. На площади Советов там деньги выделены были, по-моему, и украдены, или что ли. Или 5 даже лямов. Я уже точно не помню, но я помню, что я когда туда пришел, там вот эта вот история была как раз с елкой. И еще интересно то, что прокуратура, получается, никогда не занималась этим делом насчет того, что, ну, по сути, я считаю, что там хищение средств было на съемках этого фильма 321. Потому что я видел результат, ну, сырой, я же ходил на этот предпросмотр. Но это было вообще... Просто замах-то был на Спилберга и все такое. Просто люди все это как-то забывают. Просто я, знаете, почему говорю не то, что я вот тоже киношник и, как бы сказать, обсуждаю, да, там, типа, мне не нравится. Я именно с точки зрения теперь смотрю влияние на все это дело ФСБ. Может быть, это, конечно, какая-то теория заговора, но, опять же, смотрите, если смотреть на биографию самого Лыкдынова, да, кто это вообще, что за человек? Это же, как он вообще, как бы сказать, в медиа-то появился с этим фильмом «Булак». Я точно знаю, что его сестра Баирма Роднаева работает на БГТРК. И она, как бы сказать, вот этот весь промоушен устроила. Но опять же, понимаете, БГТРК, чтобы кто-то дал ей отмашку на разрешение на съемки такого как бы социального фильма про Бурятов, да, еще до кучи, там еще с нефритом какая-то тема, то, ну, во-первых, на БГТРК никто просто так не попадает. Это государственный телеканал. Самый, наверное, такой центровой. Там, конечно, зарплата тоже нищенская. Ну, имеется в виду операторов всяких.
Я как-то звонил там по объявлению. Там что-то 10 тысяч зарплаты, что ли. И работаешь как конь. Я не знаю даже смысл какой. Там такой обслуживающий персонал копейки получает. Я не знаю, зачем они там держатся. А вот всякие ведущие, я так понял, они, ну, так как пропагандисты, они нормально там получают. И я так понял, куда просто так никто не попадает. Все это, ну, так же, как БНД не попадал в ЛВПУ, просто так, так же и на телевидение не попадают без каких-то хороших связей. Хрен пройдешь там. Ну, таким образом, смотрите, чтобы еще и деньги были выделены на 321-ю сибирскую, как минимум 10 миллионов, потом ЧОС еще был, да, собирались с пенсионеров, там, ну, там деньги хорошие были вообще. Сколько там миллионов-то собрали? 60 миллионов или я не знаю, короче, сколько они собрали. Ну, я могу ошибаться, точную цифру я не знаю. Суть не в этом. На мой взгляд, смотрите, я имею в виду с точки зрения именно ФСБ работы, да, для чего это вообще было устроено? То есть было некое поручение, да, от конторы. Это я вот говорю свою теорию, да. Потому что, смотрите, два таких человека, Уладаев и Лыкденов. Уладаев ездил с автопробегом в Крым, когда его оккупировали по заданию. После этого занялся фильмом, тоже социальным, про бурятов, где тема алкоголизма. Уладаев тоже, Лыкденов тоже про эту же тему снимает. И самое интересное, да, что в этих проблемах алкоголизма как бы виноват сам герой. Ну, я, конечно, согласен, да, по большому-то счету, согласен, да, так оно и есть, человек сам. Но, опять же, если уж раскрывать всю эту тему, как оно есть, почему безработица, почему вот это все происходит, это же как раз-таки и связано именно с оккупацией Бурятии, согласитесь? Это же не просто так сами по себе мы, да, вдруг так плохо живем там и начали спиваться, да, как будто бы. Это же из того, что искусственная нищета, ограбление природных ресурсов, ну, вообще уничтожение, получается, как бы сказать, внутреннего мира бурята. То есть вот эти глубинные темы не были затронуты, это было все по верхам. И, возможно, это именно и была. Это, конечно, знаете, вот как-то напоминает такую прям теорию заговора. Однако, если сейчас многие журналисты, блогеры и так далее высказывают такую точку зрения, что и режиссер Звягинцев, да и вообще в истории именно советского, да, и русского кинематографа многие режиссеры, творческие люди сотрудничали с КГБ, да и не могли не сотрудничать, они под прямым кураторством находились, по сути. Все равно каждый же метр, ну, я имею в виду, пленку же всегда проверяли, прежде чем ее выпускать в прокат. Такого не могло быть. Там вообще на уровне сценария все решалось. И тем более, если деньги от государства. Понимаете, смотрите, я-то сам человек, как вообще попавший под цензуру, я же именно снимал фильм про, ну, то, как вот сюда, в Южную Корею, приезжают наши буряты и проблемы там и так далее. Я попал под цензуру в 2018 году. Понимаете, у меня как бы, я так вот смотрю свой жизненный путь. Получается, государство русское всегда, получается, меня как бы сказать, репрессировало, получается, что ли. Сперва в такой мягкой форме, да, ну просто под цензуру попадал. То, что меня исключили из проекта и деньги не выплатили. Ну, там, по-моему, всем не выплатили. Ну, а сейчас уже и уголовку завели. И, судя по всему, еще и вторую завели. Ну, какую завели, там уже приговор по одной вынесен. И по второй, где вот эта звездочка, сегодня Суртан мне сказал. Я посмотрел действительно в списке этого Росфинмониторинга. Там у меня почему-то два раза мое имя идет. Сперва просто, ну, как экстремист, просто экстремист, да, а потом еще и террорист, типа. И я что-то, не знаю, не нашел, чтобы меня удаляли из этого списка. Что-то наоборот.
где редактирование есть, там все время я есть. Сразу два. Такие вот дела. Ладно. Вот, если с этой точки зрения смотреть на бурятское кино, еще смотрите, я как смотрю на все это. Возможно, чекисты, это, конечно, вот я понимаю, да, что это, наверное, звучит немножко как какой-то из сферы вымыслов, но просто, понимаете, это, как это называется, какой-то детектив, да, что-то такое, как будто я что-то придумываю, теория заговора. Но если просто давайте вот анализировать, я говорю, два таких человека с хорошими связями в правительстве, получается, да, ну, не только в правительстве, но и, получается, среди... Я таких примеров просто еще много знаю. Среди ФСБ. Смотрите. Лыкденов, Уладаев, ну, еще семейка Жамбаловых, да, которые одновременно, они одно время два театра главных бурятских курировали. Бурдраму и театр оперы и балета. Причем не будучи какими-то там по образованию именно режиссерами и так далее. Так, оперный. Да, Жамбалова уже, по-моему, жена курировала. Директором была оперки, а режиссер главный был сам Жамбалов. Просто они как говорили, что у них семейка, их родители тоже были какие-то... Я позже все объясню. Смотрите, получается как. Во властные вот эти все вещи, да, те люди, которые не имеют каких-то родственников, которые, судя по всему, чем-то либо хорошо помогали, либо служили в органах НКВД в 30-е годы, да, 20-е и так далее. Просто так никто не попадает. До сих пор все это так и осталось. То есть на такие должности никто просто так не попадает. Только через именно родственные связи. То есть получается, что Лыкденов, ну, Байырма родная его сестра, она туда бы никогда не попала без каких-то родственных связей. Просто так туда не берут. И, соответственно, она его туда протащила. Потом он, понимаете, как это, что за такой везучий человек, который два раза ввязался в какие-то денежные махинации и два раза вышел сухим из воды. Без конторы это не может быть. Первый раз это было еще в 90-х или в нулевых, когда снимался фильм «Черные всадники». Там, по-моему, у монголов украли, ну, государство Монголии, то ли 400 миллионов, то ли 300 миллионов, ну, огромную какую-то сумму. Кто-то куда-то украл, и дело замяли. И каким-то образом сухим из воды вышел тогда Лыкденов. Фильм он не доснял. Потом он, правда, выступал, что вот я хочу там типа доснять. Ну, кто ему поверит сейчас. Ладно. И второй раз вот с этим 321. То есть два раза, понимаете? И, по-моему, на основании этого как раз-таки Хурал потом заблокировал вообще, что ли, эти 10 лямов, которые выделялись на кинематограф в Бурятии. Я просто, понимаете, как-то у меня так по жизни во все какие-то окологосударственные структуры я попал, да? В Датсан попал, в эту студию, да? В РЦНТ. Как-то так интересно сложилось. И внутри этих скандалов еще побывал. Ну и сам, как бы сказать, был один из, так скажем, бунтов. Ну, я как бы его учинил, да, против Бурлова. Ну, потому что он кинул меня на деньги и еще обманул. Если он, понимаете, он мне не сказал же, что... он же мне соврал. Вот я вот снимал фильм, новеллу, да, про то, что бурятские мужики, короче, уезжают в Южную Корею на работу, и семьи типа распадаются. А это был проект мэрии Улан-Удэ. И, соответственно, конечно, он не мог пройти цензуру, такой проект. Понимаете, все там снимали там что-то, какие-то добрые истории, там что-то такое.
А тут я вот со своей такой жесткой социалкой, да. И он мне, ну, видимо, не мог просто прямо сказать, начал меня обманывать, что якобы какие-то южнокорейские продюсеры заинтересовались, так еще придумал хитро, что вот, мол, надо проект отложить там. И из-за этого, короче, скандал потом произошел. Ну, я начал публиковать посты, это все как-то разлетелось, там до телевидения дошло. Ну, там, если в архивах поищите, там увидите. Там на ТВ-коме даже сюжет выходил. Потом мы там ходили на какое-то радио. Я уже забыл, какое радио. На какое-то радио там разборка была. Ну, тогда я почувствовал, что как-то неуверенно выступал. И как будто бы он... Я тогда еще просто не понимал, что это конторский-то товарищ. Что вот он как-то так прикручен к этой теме. Умеет хорошо подавать. Я-то далек же был от этого всего, к сожалению. От этой жизни, да. Такие вот дела. Ну, в общем, мое какое мнение, да? Кино бурятское могло бы, мне кажется, в свое время стрельнуть не хуже, чем Саха-кино якутское. Но, возможно, специально нужна была какая-то дискредитация. Не знаю, ну, может быть, это и не специально получилось, но в итоге сейчас бурятского кино, давайте вот, честно скажем, уже нету, да. Оно не смогло, понимаете, и так в Бурятии, да, ну и вообще в целом по всей Рашке не бывает же такого, что какая-то отрасль работает отдельно от государства. То есть, ну, просто не дадут. Обязательно все начнут курировать, контролировать, чтобы ты там ничего не показывал, деньги не зарабатывал. Ну, то есть бизнесу не дают развиваться в этом плане. А видите, кино же, оно несет смыслы. То есть, если бурятские режиссеры захотят снимать что-то, что будет, ну, как бы сказать, влиять на мозги бурят, даже, ну, как бы и ватных, и сами ватные режиссеры, но все равно как-то начнется у них там, как бы сказать, процесс в головах, да, это плохо для конторы. Контора для чего стоит вообще? ФСБ для чего стоит? Для того, чтобы... Они-то знают прекрасно свою задачу. Они знают, что они находятся где? На оккупированной территории. Кем они контролируют? Кого они контролируют? Оккупированный народ. Их какая задача? Чтобы этот народ не восстал. Чтобы он не восстал, нужно, чтобы полностью... Вот как сейчас они запрещают же войну войной называть, СВО называют и так далее. Чтобы у них полностью отсутствовали знания о истинной своей истории, об оккупации. Чтобы у них не просыпалось самосознание. Для этого их надо лишить собственного языка. Вот их истинная задача. Они прекрасно это знают. Об этом я говорю, поэтому они из-за этого злятся и заводят на меня уголовные дела. И список террористов вносят. Внесли, вернее, уже. Вот как это все устроено на самом деле. А представляете, да? Кино, массовый продукт, чтобы он был без контроля. Такого быть не может. А кого можно пустить в эту отрасль? Своих людей. Свои люди это кто? Люди из структуры, из ФСБ, из НКВД. Вот все и замыкается, кружок. Тогда мы с вами все понимаем, кто есть кто. И почему все так устроено, почему ничего не меняется. А потому что даже не дают никакой возможности для развития. И я сам этому яркий пример. Получается, попал под цензуру в каком-то 18-м году. Сейчас вообще уже под уголовку, да. То есть уже приговор у меня есть заочный. Арест. Еще и какая-то террористическая статья там на подходе. 205-2, наверное, что ли. Оправдание терроризма или что-то. Ну, я точно не знаю. Возможно. Какие дела? Почему? Потому что рассказываю об этом. О том, как все на самом деле устроено.
Вот за вот это вот все. Причем, понимаете, я не такой осведомленный человек об этих всех вещах. Но, к счастью, есть разные другие каналы, и приходить к определенным выводам. Ну и плюс собственный опыт уже. Я же сталкивался вот с тем же Уладаевым, да, с его кидком, с его обманом, с его вообще деятельностью. Кто бы мог... Я, знаете, вот никогда раньше не представлял, что в этом амплуа еще с ним встречусь, с Уладаевым. Я-то раньше думал, что он действительно просто бурятский режиссер и все снимает на бурятскую тему. Я никогда не думал, что он какой-то агент влияния, да, тот же самый. Я даже не знаю, сам ли это он теперь снимает или кто-то вместо него там снимает, а он просто его имя там фигурирует. Вот это тоже непонятно. Может, это, конечно, понимаете, но вот есть неопровержимый факт. Факт в том, что он недружественным жестом выступил тогда, да, в Монголии. То есть договорились об одном, он... Что там интернет? Что-то интернет висит. Прокинул нас, и получается, ну, сами помните уже, да, что там было на этом стриме. Но, к сожалению, я потом анализировал сам этот стрим. Тоже он такую броню включил. Но я думаю, эту броню его научили в структурах, в конторе. Все равно он какой-то ликбез там проходил, наверное. Так, что, здесь не может этого быть. Какие вот дела? Ну, тот же непотопляемый Лыгденов, это тоже прямое доказательство тому, что, ну, так не бывает, согласитесь. Просто так взять, швырнуть монголов на 300-400 миллионов и выйти сухим из воды, это нереально. Такого быть не может. Значит, он под протекторатом самой сильной структуры вражки ФСБ. Ну, согласитесь, подумайте, вот попробуйте, вот вы обычный человек, да, решили швырнуть другое государство на 300 миллионов. С вас, как думаете, спрос будет, нет? Но вас как минимум затаскают по судам. Это же международный скандал будет. А у человека получилось. Как он вышел сухим из воды? Непонятно. Непоняточка. Ну и вот, мне кажется, для этого вот этих вот и людей запустили в бурятское кино для того, чтобы, во-первых, наверное, чтобы оно не стало таким мощным, как Саха кино якутское, да? Потому что в Саха вот действительно у них получилось. Они красавчики. Они поставили на ноги. Они смогли коммерчески сделать все это. Но при помощи государства тоже. Мне кажется, там тоже ФСБ сопротивлялась, но как-то у них лучше все это получилось. И мне кажется, контора бросила все силы для того, чтобы бурятское кино не повторило успех Саха кино. И, ну, чтобы, чтобы у нас ничего не получилось. Ну, видите, я думаю, это убедительные какие-то доводы, что ли. Потом, когда все это станет известно, туман развеется, все узнаем, конечно, как, что, чего, какие дела. Так, 1 minute, please. Что там? Не. Думал, что-то важное. Ничего важного. Так, что у меня тут? Ладно. Про бурятское кино я... очень коротко, да, если все сначала отматываем. Я думаю, для того, чтобы бурятское кино не повторило успех якутского, и чтобы у бурят не просыпалось самосознание, контора ФСБ специально предприняла попытку успешную
развала этого кино, не создала, закрыла все возможности для его роста, то есть не способствовала развитию инфраструктуры. Я еще, понимаете, как режиссер тоже, да, принимал же участие во всяких этих круглых столах, там в Хурал мы ходили, да, в Хурал ходили, что-то обсуждали якобы. И, в общем, взяли они эту тему под контроль, благополучно ее слили, закрыли, все. Но некоторые люди оказались в плюсах, то есть Уладаев, Лыгденов. Из-за этого еще у Уладаева с Бурловым были споры мощные. Они что-то там чуть ли не до суда доходило у них. То есть Бурлов никак не мог простить Уладаеву, что тут деньги государственные брал с бюджета. Но на Лыгденова он почему-то не прыгал. Интересно, почему, да? Ладно. Такие вот дела. Поэтому благодаря этому бурятское кино и не стрельнуло. И, конечно, надо было создавать инфраструктуру, помогать, гранты эти выдавать не по результатам, а по, как бы сказать, заявкам. Я пытался все это делать. Питчинги, вот эту вот идею, да, привозил. Но, как всегда, ее, давайте скажем честно, их проводили неправильно, нечестно проводили. То есть комиссия заранее знала, кто, по сути, победит. Ну, это минкультовские все решали. Но я это тоже узнал. И вот, как бы сказать, сейчас вам это все говорю. Такие вот дела. Там, короче, случайных. Поэтому, знаете, я после этого, как я все это своими глазами увидел, перестал верить в то, что в Рашке что-то вообще честное бывает. Понимаете? Ничего. Абсолютно ничего. Так что те, вот, кто якобы победители, их как бы изначально отобрали. Так что, ну, Рашка, ничего честного нет. Такие дела. Странно, что я сам после этого еще пытался куда-то подаваться. Мне надо было после этого сразу забить на все на это. Ну, так как сам же убедился. Короче, я вообще что-то вообще не в ту степь зашел. Надо карту посмотреть. Вот это место прям даже не узнаю вообще. Сейчас. Вон момент, плиз. То сейчас какой-нибудь не туда зайду. Так. Ну ладно, лучше мне назад идти. Как я вообще... Ладно. Про бурятское кино. Это моя, знаете, смотрите, тут все-таки, может быть, конечно, все это я, как бы сказать, за уши притянул. Но, понимаете, вот про Уладаева я бы никогда бы ничего не думал, если бы не вот мое вот с ним столкновение именно вот на вот этой вот почве, как бы, да. Я, ну, вот реально никогда не думал, что он... Я, кстати, знал же, что он ездил, да, в этот Крым, но тогда я вообще... Мне было пофигу, понимаете. Потом уже я начал просто анализировать. А что, думаю, вообще за человек? Почему он себя так странно повел? Почему он меня швырнул? Зачем, думаю, ему меня швырять было? Ну, нас. Зачем все это он делал? У меня были много вопросов к этому всему. И я начал копаться, как бы, ну, просто даже по открытым источникам. Смотрю, он же, и вдруг вспомнил. Ездил же в оккупированный Крым. А думаю, зачем он вообще туда ездил? Для какой цели? Потом начал изучать этого московского его продюсера якобы. А этот московский продюсер там с силовиками связан, да, с какими-то крутыми. Думаю, а как он... Ну, я понимаю же, что в Рашке просто так на силовиков просто так не выйдешь. Думаю, ну, по-любому, если он ездил и в Крым оккупированный, ну, пытался поехать. И с силовиками с этими, да, от них бабки получал. Он же, кстати, 5 лямов, по-моему, тоже забирал. Да, забирал, по-моему, или 10 даже сразу. Ну, короче, что-то такое.
Думаю, однако он не простой человек, тем более он связан с кланом, да. Ну, в общем, вот так вот в результате простого анализа и поиска информации из открытых источников ты приходишь к определенным выводам. Ну и плюс я еще, видите, за свою жизнь успел поработать во многих местах, в том же Бурдраме. И столкнулся с вот этими вот товарищами Жамбаловыми. Я еще тогда называл ИП Жамбаловы, да. Причем они сами же рассказывали, что вот мы там, наши предки там были какими-то типа известными. Ну, мне они, знаете, потом впоследствии кого напомнили? Даржо Дугарова. То есть Даржо Дугаров тоже все время говорит, вот мои там предки и так далее. И я, когда он это говорит, я всегда вспоминаю сразу же Жамбаловых. И я думаю, вот как вы сюда все попали, да? Тоже понимаете, чтобы тебя назначили директором оперного театра, у которого бюджет годовой 300 миллионов рублей. Понимаете, на бурятское кино вот всегда возмущались, да? 10 миллионов, это и то сейчас, наверное, отменили, да, эти деньги. Это на все кино бурятское. И то там 1-2 человекам попадало, да. Ну вот один раз с Лыкденов забрал 10 лямов. А на оперный театр 300 миллионов. Но, согласитесь, если бы бурятское кино выделяли бы 300 лямов, явно доход был бы больше, да. Я, конечно, на самом деле против балета нашего ничего не имею против. Я вот, в отличие от Зуртана, думаю, что балет, вот это все, современное искусство вообще в целом должно существовать, чтобы Бурятия была не какой-то, знаете, вот аграрной, отсталой какой-то, не знаю, территории, а чтобы она была развитой, интересной и так далее, да. Ну, это в том числе через искусство можно добиться. Ну, посмотрите Южную Корею. Вот куда я часто езжу, да, Дендемун Дизайн Плаза. Это очень известный архитектор строила. Само здание очень интересно. И вообще очень много там проходит выставок. Ну, то есть, понимаете, это очень современный, развитый город, да, Сеул. Интересный. И Улан-Удэ тоже должен таким быть. И, конечно же, если у нас уже есть школа балета своя в Бурятии, да, в Улан-Удэ, ее ни в коем случае нельзя прерывать, закрывать и так далее. Надо, конечно, средства изыскивать. И, тем более они у нас есть, наши ресурсы. Конечно, мы можем нормально их спонсировать и так далее, постановки делать. Ни в коем случае ничего трогать нельзя. У меня, конечно, под вопросом Русдрам, потому что это, чисто идеологически, да, уже. Можно его сделать не русский драматический, а европейский, допустим. То есть там, да, будут русские, но какие-то европейские постановки. Что-то такое ставить. Потому что оккупационные какие-то постановки, я не знаю, это уже за гранью будет чего-то такого. Так. Такие вот дела. Ладно. Бензин мы с вами обсудили. Бурятское кино обсудили. Я считаю, это, понимаете, еще смотрите, вот я сегодня это тоже на стриме у Халтарова говорил немножко, в смысле стрим с Халтаровым. Есть разные ведомства, да, это я точно знаю, Минкульт, Минспорт, Комнац, комитет по национальностям, да, потом еще какие-то, и они постоянно в течение года разыгрывали, и, наверное, сейчас, не знаю, как сейчас, конечно, по 300 тысяч гранты. И там, соответственно, все время одни и те же конторы выигрывали. И они как бы их делили, да. То есть сейчас там, допустим, команда Цидинышеева возьмет, потом там команда Ширапова и так далее, да. Вот как-то так. Потом еще этот русский, по-моему, там какой-то был. Я уже точно забыл. У меня потом мнение сложилось, что, возможно, знаете, это же ФСБшное государство. Деньги государственные. Наверное, туда тоже никого не подпускали. То есть не наверное, а точно. Так людей с улицы.
То есть, если просто человек хочет участвовать в грантах, ему бы ни за что не дали, понимаете? А, соответственно, кому они могли давать деньги? Только проверенным людям, опять же, своим. Понимаете? Булат, считай, работал на телевидении. На телевидение тоже просто так не попадешь. Кстати, Булат именно позвал меня в РЦНТ. Я потом еще долго думал, почему они меня туда вообще взяли, зачем, для какой цели. Понимаете, чтобы взять структуру министерства. Я вот сейчас, знаете, как думаю, для чего я им вообще там нужен был? У меня же был конфликт с Бурловым. Чтобы этот конфликт дальше продолжался, чтобы он, как бы сказать, с Минкульта переключился. А сам Бурлов, понимаете, он человек, ну, так я понял, он человек Петрова, ну, этого прокурора военного. И он, как бы сказать, такую фронду вообще, получается, Цыденова составляет. Ну, его тронуть не могут, посадить, потому что, ну, у него очень крутая крыша, у Бурлова. И надо было, чтобы он на кого-то переключился. И, видимо, а он очень метил на это место в РЦНТ. И меня туда специально, видимо, взяли. Я, конечно, ну, как сказать, на самом деле лучше бы я, наверное, там не работал, но из-за того, что я там узнал информацию определенную, это, наверное, хорошо. Но так это мне стоило больших нервов. У меня же был суд с ним. Ну и вообще сам Бурлов, это, конечно, человек говно полное. Это какой-то такой мерзкий, знаете, человек. Это вообще... Я в жизни людей, наверное, хуже не встречал. Ну, разве что Путин, да? Но он по замашкам точно такой же. Такой лживый абсолютно. Такие вот дела. Поэтому я, знаете, вот что понял. Наша Бурятия, она, ну, как и все республики, полностью оккупирована, полностью... Вот они вот своими методами, этими ГБшными, да, убивают, уничтожают историю, культуру, самих людей хуже делают, да. То есть наши люди вот из-за вот этих всех денег, да, готовы, не знаю, друг друга сносить, подсиживать или еще что-то. Понимаете, вот когда ты в Корее находишься, да, ты своими руками здесь зарабатываешь на заводах тяжким трудом, но ты намного больше зарабатываешь, и ты намного свободнее, да. Конечно, да, я вот согласен, что да, ну, мы здесь, как бы сказать, на положении гастарбайтеров и так далее, но меня это как-то сильно никогда не задевало или еще что-то. У меня сильно ни с кем конфликтов никогда не бывало. Ну, не знаю, я как-то вот, ну, стараюсь не конфликтовать. Ну, во-первых, я понимаю, что я здесь, как сказать, на птичьих правах нахожусь. Но не значит, что я хожу там терпило такой, да, и терплю. Но стараюсь просто в конфликты вообще не ввязываться. Не это. И тем не менее, знаете, здесь все равно намного лучше сама ситуация. Само общество намного здоровее. Не то, что оно просто здоровое на самом деле. Я вот еще, знаете, вот если этнические корейцы меня слушают, я вот хочу к ним обратиться. Я сегодня тоже смотрел одну блогера. Она сама кореянка этническая. Но я не знаю, почему они вот это делают. Они записывают ролики про какой-то национализм, да, вот как будто бы... Ну, я думаю, что да, оно такое есть, конечно, но это не надо просто выносить. Понимаете, они вот записывают ролики про то, что вот типа к ним там хангуки, ну, в смысле вот местные корейцы, да, плохо относятся, хотя они, по сути, по крови-то они одинаковые, да, то есть что те корейцы, эти просто этнические. Ну, просто так история распорядилась, что они оказались в других странах, в СНГ, там, в Советском Союзе и так далее, да. Ну, по сути, они действительно не виноваты же в этом. Но, понимаете, они сами-то должны, наверное, понимать, что они, что корейцы, что хангуки, что они, это же корейцы, по сути. И когда ты записываешь вот это вот видео, да, это так же, как я буду записывать ролик про то, что вот типа меня где-то буряты угнетают, да. Ну, это вот странно будет звучать. То есть, понимаете, они вот записывают, говорят, вот расизм, а против кого ты записываешь? Ты против своего народа записываешь. То есть, ну вы поняли, да, смысл? Не надо выносить вот эти вот проблемы. И к кому ты обращаешься-то?
Это же твой народ и есть, это твоя страна и есть Южная Корея. Кому ты что-то хочешь доказать? Ты русскоязычным, что ли? Другим народам, там, бурятам или еще что-то? Нам-то какая разница до этого? И тем более, знаете, негативный фон такой будет, да, типа к хангукам. А этого на самом деле делать нельзя, потому что это их собственная страна. Понимаете, они неправильно в этом деле поступают. Их дети, внуки уже вырастут здесь, станут тоже хангуками, да. И все, получается. То есть не надо вот им вот это вот делать. Ну, то есть вы поняли, да, наверное, о чем я говорю. Я считаю, что это неправильная политика. Получается. Хотя, по сути, они дали им, как сказать, возможность сюда приезжать, возможность получить нормальную визу, F, да, виза, ну, F4, там, F5. Гражданство, в конце концов, ты можешь получить. Ты можешь бизнес открыть, легально работать и так далее. Нормально жить. А в СНГ нет уже таких возможностей. Ну, нету хорошей там работы и так далее. Почему они все сюда едут-то? Не потому, что там все так классно, да, там в Узбекистане, Казахстане или там Рашке. Ну, потому что там нет таких зарплат. Такие вот дела. Конечно, в этом, знаете, какая-то тоже... В этом тоже есть какая-то трагедия, что ли, этого народа. Но, с другой стороны, они и так уже у себя на родине. Что им? Это у нас вот, мы лишены родины своей. Нас оккупировали, и Южная Корея — это свободная, независимая страна, демократическая. Приезжай, работай, развивайся, поступай куда хочешь, что делай. У тебя вот твоя собственная страна есть. Охрененно крутая, да, по нынешним временам. Тут Samsung, Hyundai, Kia, все. Твою страну никто не уничтожает, не грабит, ничего не делает. Твой народ, ну, конечно, тоже отправляет, но это уже сами добровольцы. И еще их, своих же, обсирать. Они просто не понимают нас. Понимаете, мы-то сюда едем из-за чего? Ну, как я. Из-за того, что там война идет. Из-за того, что геноцид идет бурят и других народов. Мы-то вынуждены едем. А не потому, что типа, ой, поеду-ка в Корею, да, там, заработаю. Ну, есть и такие. Но, опять же, разные условия у нас. Поэтому, ну, понимаете, вот они... Это тоже их трагедия в том, что они русифицировались, полностью в русском обществе выросли. И почему-то себя тоже, видимо, воспринимают как русские, что ли. Хотя глупость, конечно, когда у них своя собственная страна есть. Такая крутая еще. Какие дела. И когда им начинаешь за это пояснять, ну, иногда я вот пишу комментарии, там, общаюсь с ними. Они еще почему-то обижаются там или еще что-то. Я не знаю даже. Чё надо из-за этого обижаться? Корейцы бывают прорусские. Ну, да, к сожалению, есть такое. В какой день будут отмечать независимость Бурятии? Ну, в какой-то день точно будут. Пока я не знаю. Что за язык? Точно не корейский. Просто у них не снимается, мне кажется, нормального контента. Ну, с идентичностью, мне кажется, у них еще хуже, чем у бурят, что ли. У корейцев этнических, которые с Узбекистана, Казахстана. Как-то так. Почему трагедия? Просто история решения предков такие. Ну, как решение-то? Там же оккупация Японии была. Они, мне кажется, ничего и не решали. Там сахалинские-то вообще очень жестко пострадали. Там же вообще жестко японцы издевались. Им же даже сейчас квартиры здесь выдают из-за этого всего. Там, ну, как бы сказать, не от хорошей жизни все это было. Оккупация Японии страшное дело было здесь.
Поэтому, видите, этот народ тоже очень много горя хлебнул в те времена. Просто у нас как бы мало об этом информации на самом деле. И у них, мне кажется, об этом информации мало. Хотя это надо изучать. Вот у них есть Влад, да, такой. Но он, как сказать, по-моему, сильно про это... Надо его как-то найти, что ли. Провести с ним стрим, попытаться. Такой, ну, успешный блогер. Хорошо. Я, правда, в последнее время не смотрю. Где-то он в Инчоне живет, по-моему. Попытаться, может, его реально найти, поговорить. Может, стрим даже записать. Какие дела? Насколько он вообще в этой теме понимает это, осознает. Ну, он жестко, конечно, в последнее время. Ну, вот то, что я давно еще видел, высказывается по этой теме. Как он? No System, наверное, знаете тоже. Влад, такой длинноволосый. Влад, по-моему. У меня с именами плохо. Так, что-то я еще хотел поговорить. Ну, то, что Лукашенко, как сказать, знаете, он так еще по-хитрому поступил. Он меня, знаете, прикалывает вообще этот тип. Ну, не то, что он такой жестокий диктатор, а его как бы движения мышиные, да? Знаете, поначалу он, знаете, вот такой понторез такой. Поначалу он же там, помните, высказывал, да, вот мы там с Владимиром Владимировичем, я ему хочу карты показать, как с 4 сторон, да, что-то. Потом в конце начал извиняться, да, а потом, когда ему уже ультиматум поставили, ну, убирай свои там эти антенны, взял куда-то за границу, уехал сам и эти снял. Еще там был прикол, то что, ну, сейчас начнут стрелять, а Лукашенко уехал. Просто, знаете, вот реально такие мышиные движения у него. Как он чувствует, да, это. Ну, его прогнули, получается, по сути-то все, его нагнули, прогнули. Все, уже деваться некуда. И вот, знаете, нет, чтобы, ну, как сказать, как-то ответить, да, все время кидает. Блин, тип смешной, конечно. Хитрый такой вообще. Ну, неудивительно, что он так долго лавирует. Я еще такое мнение слышу, что благодаря ему, его вот этой вот изворотливости, вообще Беларусь все-таки независимая, ну, хотя бы формально осталась еще. А так бы Рашка ее давно поглотила бы. Ну, может быть, да, действительно. Видите, какой хитрый, скользкий тип. И причем ему пофигу на общественное мнение вообще. В этом, знаете, для диктаторов, автократов, ну, хорошо. Потому что им пофигу на общественное мнение. Что хотят, то и творят. А кто им что скажет? Да даже и скажут, они просто будут делать вид, что типа ничего не слышали. Все равно у них власть на штыках держится. Вот в Рашке то же самое. Понимаете, там уже у полстраны бензина нету, интернета нету. С деньгами проблемы. А этому пофигу вообще, да? Он что-то где-то там летает, а уря, так кричит. Ай, блин. Менты тоже, да? Как сказать, ну, кто-то, наверное, все равно понимает, но типа делают вид, что верят, да? Что вот, там Рашка воюет, что-то с НАТО, да, или еще что-то. Какие дела? Ну, вроде бы, что-то много мыслей было, но я так долго про это бурятское кино размышлял. В общем, я хотел еще про этапы поговорить, но, наверное, хотел это все сделать видео, но пока не сделал, к сожалению. В общем, смотрите, как с Бурятией было, ну, как и с любой колонизацией. Ну, что Саха, что и другая. Сперва засылают разведчиков, да, узнать, какие там внутренние конфликты и так далее, да. Бурятию же не сразу оккупировали. Потом начинается военная экспансия. Ну, она у нас очень долго шла. Строили эти остроги, буряты их сжигали, потом заново строили.
Жесткий геноцид, конечно, бурят был. Уничтожали конкретно, убивали. Потом каким-то образом все-таки смогли завоевать, да? И обложили, конечно, этим налогом непомерным. Приходилось его выплачивать каким-то образом. И местную элиту еще тогда уже все в лоно русской власти ее, как бы сказать, ввели. И еще более, я думаю, этот момент радикальный стал именно при Советском Союзе, когда вот революция произошла. Тогда вот часть вот этой вот элиты, получается, прямо, видимо, принудили к тому, чтобы они стали НКВДшниками. Возможно, они и расстрелы устраивали. Так что, возможно, дед БНД, он участвовал в карательных вот этих репрессиях. Ну, возможно, так. Поэтому, видите, у них всех привилегии потом, что у Жамбаловых, что это у Дажо Дугарова, что у Лыгденова, что у Ладаева, судя по всему, ну, что у этих Тузгаровских и так далее. То есть это все те люди, которые тогда, получается, ну, участвовали, скорее всего. Но надо просто биографию поднимать, смотреть, кто их деды были. Для этого тоже надо архивы раскрывать, смотреть, кто в расстрельных командах участвовал и так далее. Но они все во власть не просто так проникли. Ну и что Цыденова, я думаю, тоже там предок. Дед, наверное, какой-нибудь НКВДшник был, скорее всего. Кто кто связан с ними, в общем так. Ну и плюс еще сегодня я так задумывался. Этот БНД же рассказывал, что его батя там, и сам он вообще родился в Германии. Ну и, судя по всему, Путин же как раз в 5-й службе КГБ работал. Ну и все они, получается, и батя БНД тоже под его руководством были. Ну, как, не то чтобы прямо, конечно, это, но он курировал их, одним словом. Такие вот дела. То есть, понимаете, какая у него мотивация мощная у БНД? Если это еще от деда его, да, НКВДшника, потом отец, который под Путиным там ходил. Ну не то чтобы подчиненный был, но я имею в виду, какая степень была обработки мозгов. Понимаете, в Германию же тоже не простых людей засылали. Значит, батя БНД был какой-то высокопоставленный, которому, безусловно, доверяли. И самого его пристроили в этот Ленинградское высшее политическое училище. Политрук он. Там тоже просто так с улицы никого не брали. Так что, Нухудут, думайте обо всех этих вещах. Надеюсь, многие буряты смотрят эти эфиры, делают выводы, что к чему, как оно все на самом деле устроено, кто продвигается во власти, кто становится, садится в министерские кресла, директорские и так далее. У кого какие заслуги перед советской властью, ну, перед русской в целом властью. Такие вот дела. Просто так, видите, никто во власть не приходит. Нет рашки, нет войны, только победа Украины, слава ЗСУ. Ну да, согласен. Мне страшно смотреть Баира, как он придет в свой кабинет, оденет китель, и мы слышим скрип уазовских тормозов за окном. Типа я сам этот, что ли? Или что? Поясните, пожалуйста, я что-то ничего не понял. Оденет китель. Не гони, не надо, НПЗ Мозырь завтра как Туапсе. Байкал наш, свобода Бурятии. Почему нет таких зарплат и работы? Потому что совок так и не уходил ни из одной страны бывшего совка. Ну, кроме стран Балтии, я так считаю. И то там все равно сильное влияние, на самом деле. Кто бы что ни говорил, до сих пор там есть это пророссийское влияние. Да и в самой Европе. Этот же, вот канал это НТВ, Эхо Москвы и так далее. Сейчас же выясняется, что
Это 5-я служба КГБ организовывала все это дело в 90-х годах. Понимаете? То есть, короче, ничего, вот реально ничего не менялось. Сами КГБшники все это и организовали, весь этот распад. Для чего? Бабки. Чтобы бабки, распоряжаться бабками. Так, потом, что еще хотел сказать? Ну и вот среди людей, которые вдруг поднялись в 90-е годы, был и небезызвестный Ходорковский, который сейчас в ПАСЕ там руководит вместе с Арно. И они гранты же раздают. Кому раздают гранты? Лояльным всем своим. Ну, той же, получается, и Анне Зуевой и так далее. И Молодаева там с ними где-то. Короче, понимаете, вот эта вся прикрутка-то как работает на самом деле. Откуда все тянется? С КГБ тянется. Чигиринский, помните, интервью давал недавно Гордону? Он, знаете, такой еще смешной. Вот, говорит, Савастьянов у меня работал. Вот. Он еще, знаете, говорит, я там какому-то КГБшнику, говорит, в 90-х годах, типа, когда он обанкротился, помогал ему, говорит. Он, типа, такой больной, пришел, я ему там дал машину, деньги, на работу устроил. Ну, это же просто смешно. А замом у него работал Савастьянов, главный КГБшник Москвы. На самом деле, он еще, знаете, что говорит? Ну, типа, то, что якобы он в 80-х еще годах работал, и вот его, ну, не смогли каким-то образом посадить. Так почему не смогли посадить? Так как это его не могли посадить, если он всех этих знал, да, КГБшников? Его не могли посадить, потому что он под их крышей и работал. И еще, знаете, вот он говорит, уехал в Германию, как-то его выпустили еще при Советском Союзе. Там ему вдруг кто-то внезапно позвонил. И, знаете, вот как все в сказке появляется, да, вот я сижу дома, и мне кто-то вдруг звонит, и все, и я вдруг становлюсь миллиардером, да, и зовут какие-то проекты делать, просто потому что я вот типа такой, типа крутой. Ну, так не бывает, ребята. Это не бывает, это только в сказках так бывает. Даже в сказках так не бывает. Его специально заслало КГБ туда. И всегда он был под присмотром структуры. Он же сам это говорит. Вот, говорит, у меня замом работал Савастьянов. Как он у него мог быть? Савастьянов у него замом. Савастьянов просто по линии КГБ присматривал за этим. Как Бабков. Вот это работал же на где там? На НТВ. Понимаете? Все ключевые структуры занимали бывшие КГБшники. И вот он говорит, якобы этот КГБшник, который его хотел посадить, потом к нему пришел бедный, и он ему якобы типа помог. Да никак... Он прямо и рассказывает, что... Понимаете, как на самом-то деле было? Когда надо было просто помочь этому коллеге, товарищу, они его и отправили к этому Чигиринскому. Он, соответственно, дал ему денег, дал ему работу, дал ему все. Почему? А потому что он и был обязан, ну и вообще всему комитету. Кого он сказки какие-то рассказывает? Еще, говорит, мы смогли с его каким-то немецким партнером заехать в Советский Союз, и там якобы вот смогли там работать, там что-то продавать, дома строить. Ну, что за бред какой-то? Как они могли без ведома КГБ заехать еще при Советском Союзе и строить дома? Как его вообще запустили туда? Как его выпустили? Ну, такой, знаете, вот рассчитан на таких дурачков, да, вот это его рассказ. Конечно же, это было все просчитано в самом комитете. И сейчас все то же самое делается. Вот эти все хорошие русские, что, без ведома ФСБ, что ли, думаете, делают что-то? Те же самые Тузгары и так далее. Все это тянется с оттуда, с КГБ, с НКВД. Такая вот история. Народ наш когда-нибудь проснется или нет, для меня это тоже вопрос. Поэтому у меня, знаете, некоторая, конечно, есть такая апатия, что ли, в этом плане. Чем все это кончится? Народ сможет взять власть в свои руки или нет?
Или это бесполезное просто занятие, и КГБ, НКВД, ФСБ все равно победит. Но силы у них мощные, финансирование мощное. У народа ничего нет. Народ и не хочет, и просыпаться не хочет, и даже думать не хочет. Не знаю, честно говоря. У меня иногда, вот знаете, не знаю даже. Будут ли они вообще думать хотя бы об этом всем? Или это все бесполезно вообще? Просто структура, ну, распад будет, но на все ключевые места сядут опять все сотрудники ФСБ. Как бы пока все к этому идет. Как будет, ну, что-то должно такое произойти, какое-то, не знаю, внезапное озарение многих людей, что этого не произойдет. А так к этому все и катится. Ну, посмотрите это вот интервью Чигиринского. Там, знаете, ну, послушайте, знаете, вот человек просто так вот ни с того ни с сего начал торговать как его, этими иконами. То есть это, знаете, при Советском Союзе он каким-то образом мог эти иконы продавать, знаком был с Высоцким, за рубеж он продавал, у него были десятки тысяч рублей, он там по ресторанам их тратил, он, понимаете, еще, говорит, его не посадили. Ну что за бред? Конечно, он под крышей КГБ работал, потом его вдруг выпустили, да, он еще, знаете, сам проговорился, говорит, ну, раньше мы на это по-другому смотрели, в комитете же выпускали, в КГБ. А потом, говорит, у нас планы изменились, ему в КГБ сказали, ну, мы вас отпускаем. Ага, просто так, как КГБ кого-то выпускали, да? И потом он, говорит, приехал в Германию, у него там ни денег, ни хрена, и вдруг ему звонит какой-то тип и говорит, давайте вот вместе работать, вы такой вот хороший человек, мне кажется. Ну, знаете, такое просто не бывает, понимаете? Конечно же, он всегда работал под крышей КГБ, и до сих пор он под ними, под их крышей. И потом он вдруг, знаете, стал... Вдруг он приехал и познакомился ни с того ни с сего с Лужковым, да, с Березовским. Ну, понимаете, он, как сказать, какой-то простой тип, как он говорит, да, приезжает и тут со всеми, с мэром Москвы знакомится, да, с вот этими олигархами, с Березовским и так далее, со всеми ними. Как простой тип какой-то с улицы вот смог начать такой вот бизнес, да, по контрабанде, по постройке бизнесов, еще при Советском Союзе. Как его выпустили вообще? Ну, конечно же, все это было согласовано. Неужели просто люди смотрят вот такие интервью и просто верят в эти все сказки? Мне вот всегда меня интересует, неужели люди действительно такие олухи вообще вот верят во все эти сказки, что вот так вот бывает, типа, да? Ну, судя по всему, да. Они же идут каким-то образом на войну. Каким-то образом они до сих пор верят, что типа все нормально. Что типа бензина нет, это потому что решили его поднять. Понимаете, это они либо идиоты все там, либо я не знаю, что там с ними. Ладно, ну худут. На сегодня я, наверное, идиоты они. Ну, скорее всего, да. На сегодня я, наверное, закончу. Ладно, ну худут. Надеюсь, в нашей республике смогут действительно прийти к демократии без... смогут каким-то образом... Я даже не знаю, честно говоря, как, но... Я для себя убедился, что у КГБ, ФСБ методы все отлаженные, люди у них заряженные. Ну, вы видели, чем это кончается, да? Даже близкий друг. Ну, как друг-то, они его тоже, по сути, использовали, я так думаю, контора. Потом слила. Я про этого говорю, антиквара этого. Как его? Фамилия-то его. Ну, недавно арестовали криминального авторитета. Тамбовскую ОПГ.
Когда неугоден чем-то стал, сразу его слили. Траббер. Так что, видите, мафия, короче. Мафия бессмертна, как говорится. КГБ, НКВД — это и есть мафия. Как с этой мафией вообще справляться? Реально или нет? Или это все бессмысленно вообще? Просто воздух гонять. Надеюсь, до людей как-то дойдет все это. Пока вот смотришь на наших людей, и какая-то безнадега просто берет. Думаешь, ну какие-то они кретины, что ли, все. Или, может быть, забить на это вообще все, болт большой и все. В конце концов, они сами, может быть, и хотят так жить. Никогда раньше я об этом не думал, но вот в последнее время, не знаю, просто глядя на их тупость, неужели не дойдет до них, а? Ладно, ну худут. На этом, наверное, все. Зана худут байырла. Комментарий бішті, лайки та викті. Зену худут. Дахину затра байыр.